Шоклопан бзита. Добрый вечер, дорогие слушатели. Я рада вас приветствовать на 34-м онлайн-занятии по абазинскому языку. Этот курс рассчитан на изучение абазинского языка с нуля. Программа курса разработана организацией Алашара, автор методического пособия Беляль Хасароков. Вести занятия буду я, Фатима Ионова, автор группы Абаза Бызша. Этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Бызша и Алашара во всех социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Бызша. Ставьте лайки, комментируйте видео. Давайте приступим к нашему сегодняшнему занятию. У нас с вами сегодня по плану из правил чтения мы с вами продолжим тему еды, узнаем некоторые новые слова на эту тему и основные вопросы, как спросить, там, сколько стоит и так далее. И в части, где мы будем проходить грамматику, мы с вами сегодня будем проходить числительные до 1000. Итак, сначала у нас правила чтения. Давайте на всякий случай еще раз вспомним, как мы говорим правила чтения на абазинском языке. Ахарывка рагабхаща. Ахарывка рагабхаща. И, конечно, мы можем быстренько пройтись по словам, с помощью которых мы запоминаем произношение выделенных звуков. Х, ха. Так мы запоминаем звук х. Дальше звук к мы запоминаем с помощью слова крыша. К. Звук х мы запоминаем с помощью слова весна. Гапн. И звук х мы запоминаем с помощью слова золото. Хапщ. Приступим. Итак, вот первая группа слов, которая нас сегодня ожидает. Давайте будем записывать эти слова. Будем стараться обращать внимание на выделенные звуки, будем стараться их запомнить, чтобы нам с вами легче было писать и читать литературу на родном языке. Итак, приступим. Хш – молоко, харч – айран, к – сметана. Хш – молоко, харч – айран, к – сметана. Еще раз прочитаю. Хш – молоко, харч – айран, к – сметана. Вот такие несложные слова. Пока вы переписываете их, я сейчас пройдусь по выделенным буквам, напомню вам слова, с помощью которых мы запоминаем произношение выделенных букв. Итак, звук Ч в слове харч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Помните? Звук Ч мы запоминаем с помощью слова яблоко. Ч-ча. Пишется звук Ч как Ч палочка В. Ч-ча. Дальше звук Х. Вы посмотрите, в слове К первые две буквы, Х твердый знак, образуют звук Х. Запоминаем мы этот звук с помощью слова шапка. Х-хлпа. Х-хлпа. Да? Дальше звук К в слове К сметана мы запоминаем с помощью слова калина. Корма. Корма. Итак, мы с вами сейчас еще раз вспомнили, как произносятся выделенные звуки. Теперь, зная это, либо вспомнив это, давайте еще раз прочитаем слова на слайде. Хш – молоко, харч – айран, к – сметана. Итак, двигаемся дальше. Аш – сыр, ж – мясо, тубар – колбаса. Аш – сыр, ж – мясо, тубар – колбаса. Аш – сыр, ж – мясо, тубар – колбаса. Итак, значит, что я хочу вам сказать? Давайте еще раз обратим внимание на выделенные
звуки. Вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем их произношение. Все те, кто не пишут сейчас в тетради, а у нас есть такие ответственные студенты, давайте будем писать в комментариях, чтобы нам всем было интересно следить за процессом. Не ленитесь и пишите в комментариях. Переписывайте слова, которые вы видите на экране. Аш – сыр, ж – мясо, тубар, колбаса. Итак, в слове аш мы видим звук ш. Ш в образует звук ш. Запоминаем мы произношение этого звука с помощью слова олень. Шарах. Ш, шарах. Дальше в слове мясо, ж, мы видим звук ж, пишется как ж мягкий знак. Мы запоминаем этот звук, произношение этого звука с помощью слова жира, кузница, жира, кузница. Жира, кузница. Молодцы. Угу. Итак, еще раз прочитаем. Аш – сыр, ж – мясо, тубар – колбаса. Следующая группа слов тоже несложные слова, но очень важные для понимания и для того, чтобы их знать, потому что они необходимы в повседневном общении. Итак, башырба – бутылка, дзыха – сладкая вода, пслача – рыба. Башырба – бутылка, дзыха – сладкая вода, пслача – рыба. Башырба – бутылка, дзыха – сладкая вода, пслача – рыба. Да, очень хорошо. Спасибо, Мария, что пишете. Мы видим, что выделенные буквы. Теперь давайте вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем их произношение. Итак, первый звук «дз» мы запоминаем с помощью слова «вода». Да? «Дз», «дз». Вот еще предлагаете слово «осень». «Дзн» тоже отличный вариант, очень хороший для того, чтобы отработать произношение звука «дз». Звук «х», «х» твердый знак, мы уже сегодня его встречали. Еще раз давайте вспомним. Мы запоминаем этот звук с помощью слова «шапка». «Х» – «хлпа». Звук «г» мы запоминаем с помощью слова «весна». «Гапн», «г», «гапн». И звук «ч» мы видим этот звук в слове «пслача». «Ч» мы запоминаем с помощью слова «постель». «Чарта», «ч», «чарта». Разобрались, да, со звуками, отработали их. Давайте теперь еще раз прочитаем слова на слайде. Башырба – бутылка, дзыха – сладкая вода, пслача – рыба. Следующая группа слов – ватралыц – овощи, шыр – фрукт, кхара – сладости. Ватралыц – овощи, шыр – фрукт, кхара – сладости. Ватралыц – овощи, шыр – фрукт, кхара – сладости. Итак, пройдемся по выделенным буквам и вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем их произношение. Звук «ц» в слове «ватралыц» мы запоминаем с помощью слова «дерево». Дерево на абазинском языке «цла». «Ц» – «цла». Дальше звук «ш» в слове «фрукт» – «шр» мы запоминаем с помощью слова «олень». Олень. «Ш» – «шарах». Дальше мы видим слово «сладости» – «кхара». Мы видим два звука интересных в этом слове. Звук «к» мы запоминаем с помощью слова «шапка» – «хлпа». Звук «э» с помощью слова «весна». «Гапн». Да, очень хорошее предложение. Звук «ц» мы можем отрабатывать не только с помощью слова «дерево», «ц», «цла», а также с помощью слова «птица», да, «ц», «цис». Итак, отработали звуки. Теперь давайте попробуем прочитать. Отработаем еще произношение этих звуков в словах. Итак, «ватралыц»
овощи, шр фрукт, кхара сладости. Уатралыц овощи, шр фрукт, кхара сладости. Следующая группа слов. Цаара соленая, солености разные. Ахча деньги, тира продавать. Цаара соленая, ахча деньги, тира продавать. Цаара соленая, ахча деньги, тира продавать. Итак, здесь в принципе, видите, простые слова. Единственное слово цаара имеет вот два интересных звука, но это не самые сложные звуки для произношения, поэтому будем считать, что это такие простые слова подобрались на этом слайде. Но тем не менее остановимся лишний раз на выделенных звуках и вспомним, с помощью каких слов мы их запоминаем. Ццла, апн. Ццла, апн. Вот, молодцы. Теперь еще раз прочитаем слова на слайде. Цаара, ахча, тира. Цаара соленая, ахча деньги, тира продавать. Да? Очень хорошо. Теперь на этом у нас с вами первая часть занятия завершается. И мы с вами переходим к следующей части. Следующая часть очень важная для понимания грамматика. Мы сегодня проходим числительные. Будем проходить десятки, а также узнаем, как сказать 100 и 1000 на абазинском языке. Числительные на абазинском языке абхядзараква. Абхядзараква. Давайте сразу вспомним, с помощью каких слов мы запоминаем выделенные звуки. Звук х, мягкий знак, да, мы запоминаем с помощью слова золото, хапщ, хапщ. Звук дз, дз. Мы запоминаем с помощью слова вода, дз. И звук к мы запоминаем с помощью слова крыша, к. Молодцы. Теперь приступим. Что нужно знать о том, как образовываются числительные, ну, конкретно речь идет о десятках, да, в абазинском языке. Смотрите, вот сначала 10 на абазинском языке жаба, 20 вяжа. Это мы просто вспомнили, да? Значит, все числительные, десятки, да, мы сейчас о них говорим, которые кратны 20, это значит делятся на 20 без остатка, да? Они образуются по следующей схеме. Например, вот смотрите, какие числительные кратны 20? Это, например, 40, 60, 80. Да? Для сотни есть специальное слово. Значит, 40 на абазинском языке будет 2 раза 20. Да? Значит, это 40. 60 это будет 3 раза 20. А 80 4 раза 20. То есть сначала я сейчас вам хочу объяснить логику, по которой образуются эти числительные. Дальше мы узнаем, как они на абазинском звучат. Все числительные, десятки числительные, да, которые не кратны 20, а это какие? 30, 50, 70, 90. Они образуются по следующей схеме. Предположим, мы берем 30, мы берем предыдущее числительное, которое кратно 20, это 20, и говорим, вместо того, чтобы сказать 30, мы говорим 20 и 10. Если мы хотим сказать 50, то предыдущее числительное кратное 20 это 40, да? Мы берем предыдущее числительное, мы говорим 40 плюс 10. То есть мы хотим сказать 50, а говорим 40 плюс 10, 40 и 10. Потом, это 50 было, да? 70 мы говорим 60 и 10. Вот. 90 мы говорим 80 и 10. Вот какая логика построения числительных. Теперь еще раз вспоминаем, что 10 на абазинском языке это жаба, а 20 это вяжа. И здесь мы не будем изменять своим традициям и все равно пройдемся по выделенным звукам. Значит, звук ж, который пишется как жв, мы запоминаем с помощью слова корова ж.
Звук «в», мы видим его в слове «вяжа», мы запоминаем с помощью слова «гнездо». «Вяра». Звук «в» мы пишем как «г», палочка «в». Приступим. 10-20 это нам как бы пройденный этап, да, мы это с вами уже изучали и хорошо знаем. Дальше 30 и 40 сейчас мы с вами разберем. Как я вам и рассказывала, логика построения следующая. 30, видите, как называется? Вяжи жаба. Состоит из двух слов. Вяжи жаба, да? Смотрите, значит, логика какая? Вяжи, это имеется в виду 20, да? Это вот, ну видите, корень слова 20, жаба 10. То есть, что это означает? Мы хотим сказать 30, а говорим 20 и 10. В общем-то, вот вам и 30, да, понятно. 40. Когда дело касается десятков, числительных, кратных 20. Мы берем, мы не говорим, например, как в случае с числительным 30. Когда мы не говорим, что сколько-то плюс 10. Потому что 40 ровно делится на 20, да? Мы говорим 2 раза по 20. И как это звучит? Вен, вяжа. То есть вяжа это 20. Вен, ну, имеет вот от слова корень, видите, от числительного вба, 2, да? Получается 2 раза по 20, это и есть числительное 40. Вен, вяжа. Еще раз. 30 вяжи жаба. В голове мы с вами запоминаем, что имеется в виду 20 и 10. Вот как мы образуем числительное 30. 40, потому что оно делится на 20. Мы говорим 2 раза по 20. Вен вяжа. Вен вяжа. Да, и, конечно, мы пройдемся по выделенным звукам. Звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо» – «вяра», и звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «корова» – «ж». Числительные 50 и 60. Так, сначала смотрим. Делится, нам надо сначала понять, является ли 50 кратным 20, то есть делится ли на 20 без остатка. Нет, не делится, да? Значит, мы говорим, берем предыдущее числительное 40. Вен вяжа. Вен вяжа, да? А вен вяжа как мы образовали? 40 это 2 раза по 20. Вот слово, часть вен говорит о том, что это 2 раза мы берем что-то. А что мы берем 2 раза? Вяжа. 20 мы берем 2 раза. Вот и чтобы сказать 50, мы берем числительное 40. Вен вяжи. А жаба десятку прибавляем, получается у нас 50, это 40 и 10. Да? Вен вяжи жаба, это 50. 60, с этим все легко, потому что 60 ровно делится на 20 и получается 3 раза по 20. И вот, собственно, это и передает числительное хэн вяжа. Хэн 3 раза, вяжа 20. 3 раза по 20. Хэн вяжа. Еще раз давайте с вами произнесем вен вяжи жаба, то есть 40 и 10, да? Вен вяжи жаба, 60, хэн вяжа, хэн вяжа. И, конечно, мы еще раз давайте напомним себе, что звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо» – «вяра», звук «ж» мы запоминаем с помощью слова «корова» – «ж». Числительные 70 и 80. 70 что такое? Это 60 плюс 10. Что такое 60? 60 это 3 раза по 20, да? 3 раза по 20. 3 на абазинском хпа, да? А если 3 раза, то можно сказать хэн. А 20 на абазинском языке вяжа. Значит, так, значит, получается хэн вяжи жаба это 60 и 10. 80 у нас будет пщен вяжи, потому что имеется в виду 4 раза по 20. То есть 4 раза по 20. Еще раз вспомним, что звук «в» мы запоминаем с помощью слова «гнездо».
И звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова. Ж. 90, 100 и 1000 мы говорим следующим образом. 90. Как мы скажем? 90 это 80 и 10. Да? 80 мы только что изучили, что это пщенвяжа. А чтобы сказать вместе 80 и 10, мы говорим пщенвяжи жаба. Пщенвяжи жаба. 100 и 1000 нужно просто запомнить. 100 шка, 1000 зке. Итак, 90 пщенвяжи жаба, 100 шка, 1000 зке. 90 пщенвяжи жаба, то есть 80 и 10, 100 шка, 1000 зке. Звук В мы запоминаем с помощью слова гнездо, вяра. Звук Ж мы запоминаем с помощью слова корова, Ж. Звук Ш и В, да, мы запоминаем с помощью слова олень, шарах. Звук К мы запоминаем с помощью слова калина, карма, карма. Звук К мы запоминаем с помощью слова юла, кем. Итак, еще раз. 90. Чтобы сказать 90, мы говорим 80 и 10. Да? Пщенвяжи жаба. 100 просто запоминаем шк. 1000 просто запоминаем зке. Теперь коротко напомню вам, что для того, чтобы спросить, сколько стоит, мы используем вопрос езхоя. Сколько стоит, предположим, продукты? Езхоя. Звук хо мы запоминаем с помощью слова червь. Хуа. Езхоя. Езхоя. Сколько стоит? Вот с помощью одного слова можно спросить, сколько стоит. Еще второй вариант. Если вам уже нужно расплачиваться, вы можете спросить «З'арая истиваш». «З'арая истиваш». Сколько нужно платить, да, или сколько с меня? З'арая истиваш. З'арая истиваш. Теперь, предположим, вам отвечают, что нужно оплатить 50 рублей. Звучать это будет следующим образом. Венвяжи жаба сом рокшит. Венвяжи жаба сом рокшит. Это стоит 50 рублей. Звук В, еще раз вспомним, что мы запоминаем с помощью слова гнездо. Вяра. Звук Ж с помощью слова корова. Ж. Звук К с помощью слова крыша. К. Звук Ш с помощью слова олень. Шарах. И звук Т с помощью слова сова. Т. Еще раз. Это стоит 50 рублей. Да? Венвяжи жабасом рокшит. Молодцы. Теперь вот мы с вами прошли такую большую тему, непростую, но мы к ней еще вернемся, когда у нас будет урок повторения пройденного материала. Поэтому, если сейчас было непонятно, вы не переживайте, мы к этой теме еще будем возвращаться и разберем ее еще подробнее. А пока наше с вами занятие на этом завершается. Прежде чем с вами попрощаться, я хочу вам напомнить, что этот и все последующие уроки будут доступны на официальном сайте alashara.org в разделе «Языки Абаза» в подразделе «Видео», а также в группах Абаза Безджа и Алашара в социальных сетях. Не забывайте подписываться на YouTube-канал Алашара и YouTube-канал Абаза Безджа. Ставьте лайки, комментируйте видео. На этом я с вами прощаюсь. Аллах заразхар.